На сегодняшний день все больше российских компаний развивают проекты в сфере корпоративного волонтерства. Но что это такое? Об этом и не только мы поговорим с гостями в нашей студии, с руководителем аппарата Ассоциации молодежных правительств России Мариной Холохоловой. Доброе утро. Доброе утро. И Василиной Лукиной, координатором Ассоциации молодежных правительств России по Дальнему Востоку. Доброе утро. Доброе утро, девушки. Марина, скажите, вот вы приехали к нам в Якутск проводить семинар. Что за семинар такой? Я буду проводить мастер-класс, семинар по теме формирования туристской привлекательности через социальные сети. Мы будем говорить о использовании принципа мультиплатформенности в социальных сетях, о визуализации контента, о разработке медиаплана туристского и о том, как писать вкусные, грамотные, интересные туристические тексты. В рамках чего пройдет этот мастер-класс? Он пройдет в рамках первого корпоративного форума здесь, в Якутии. Василина, что за форум такой? Это форум мы проводим сегодня. Организаторы молодежного правительства Якутии, Центр по работе с волонтерами. Мы впервые проводим такое мероприятие, приуроченное корпоративному волонтерству и приурочили году консолидации. В целом, потому что для развития корпоративного волонтерства требуются усилия не только предприятий, не только бизнеса, но и общества, населения и государства. Вот что Марина, что ты употребляете слово корпоративное волонтерство. А что это такое? С чем его едят? Вообще, основное отличие корпоративного волонтерства от других видов волонтерства это в том, что оно реализуется каким-либо предприятием обязательно при участии сотрудников предприятия. И не обязательно, чтобы была какая-то финансовая поддержка. Главное, чтобы была поддержка со стороны организации. Возможно, это какая-то административная или же организационная помощь. А насколько развито в нашей стране корпоративное волонтерство? Здесь, наверное, я смогу прокомментировать. Корпоративное волонтерство в России на стадии развития. Совсем недавно в Госдуме были приняты стандарты развития корпоративного волонтерства в нашей стране. И поэтому оно только-только развивается. Но понятно, что есть передовые регионы, которые уже давно опробировали эту практику и используют ее в деле. В частности, это Свердловская область, где расположено огромное количество крупных предприятий, которые реализуют различного рода социальные проекты с участием своих специалистов в качестве добровольцев. А что они делают? Например, реализуют социальные проекты. Как правило, это добровольческие проекты, проекты в сфере спорта, здоровья, экологии. Образования. Вот, допустим, в Якутии мы изучали примеры предприятий, и сегодня как раз на форуме они будут выступать с презентацией лучших практик. Мы можем привести примеры, допустим, Алмаз-Аргенбанка, у которого есть свои социальные программы, и активно сотрудники подключены в реализацию этих программ. Можно привести пример водоканала города Якутска, и у них немножко по-другому, то есть при водоканале есть свой молодежный совет, который занимается в том числе волонтерской деятельностью. И недавно я узнала о том, что They Speak English это, с одной стороны, вроде не крупная компания, но достаточное количество сотрудников у них уже работают, и у них есть свои тоже внутренние корпоративные проекты, и они тоже сегодня придут на форум и расскажут об этом. А где пройдет форум и кто может в нем принять участие? Форум сегодня проходит на базе точки кипения. Может подойти любой желающий. Это может быть общественник, сотрудник какого-то предприятия, предприниматели или представители государства, бизнеса, в целом общества, СМИ, волонтерства и так далее. Некоторые считают, что перекладывание функций государства, помощи малоимущим, вопросы спорта на корпорацию, это несколько неправильно. Так ли это и соответствует ли это действительно? Действительно, есть сторонники разных мнений об этом. Я поняла, когда сделала публикацию в Фейсбуке, было очень много обсуждений. Есть сторонники, те, кто поддерживают внедрение корпоративного волонтерства. Есть те, кто считает, что это действительно перекладывание каких-то социальных функций государства. Есть те, кто считает, что бизнес и так платит налоги, почему они еще должны заниматься какими-то социальными программами. Да? Но я рада тому, что такие комментарии писали именно те, кто не работает сегодня в сфере бизнеса и предпринимательства, да? А те, кто занимаются бизнесом и предпринимательством, они готовы вносить свои вклады и делать какие-то усилия, чтобы делать мир лучше. А что нужно, чтобы стать корпоративным волонтером? Да, может быть, где-то заявку нужно оставить. Это нужно в первую
очередь, чтобы была инициатива от сотрудников какой-то компании, чтобы люди сами захотели заниматься этим волонтерством, или же, может быть, инициатива может идти с руководства компании, который хочет внедрять корпоративную социальную ответственность у себя в предприятии. Спасибо, дорогие друзья, коллеги, за то, что вы подошли к нам в эту утреннюю студию и украсили наш эфир. Хочется пожелать первому форуму удачи, чтобы он прошел интересно, позитивно и полезно, и чтобы он стал какой-то постоянной традицией для нашей Якутии. Удачи вам и отличного настроения.